Урок номер 3. Моя малая родина. Упражнение 1. Послушай заголовок текста. Он называется «Родная земля». Предположи, о чем может пойти речь в тексте. Послушай весь текст. Болжам жасап көр дейді. Родная земля тақырыбындағы мәтін не туралы болуы мүмкін? Енді тыңда. Наконец наступил долгожданный день, когда Анар с папой отправились в аул. Во дворе первым их встретил дедушка. Хитровито улыбаясь, дедушка объявил: «Сегодня я познакомлю Анар с землей, на которой она родилась». «А где я родилась?» – спросила девочка. «Вон под той горой, Аққыз, стояла когда-то зимовка. В трудные дни мы пережидали там буран и непогоду», – объяснил дедушка. «Однажды в весенний день к нам в гости приехала твоя мама. Там ты и родилась. Никогда не забывай свою малую родину», – добавил дед. «Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Расти крепкой, внученька». «Я обязательно стану сильной, дедушка. Вырасту и буду помогать тебе трудиться на земле», – пообещала она и побежала навстречу ветру своей родины. Как вы правильно предположили, речь может пойти о родине, да? Родная земля – это и есть родина. Теперь ответим на вопросы. О чем рассказал дедушка внучке Анар? Дедушка рассказал внучке о малой родине. Где оказалась малая родина Анар? Малая родина внучки оказалась под горой Аққыз. Что дает родная земля человеку? Родная земля дает человеку силу. Кому дает силу родная земля? Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Что пообещала Анар дедушке? Анар пообещала, что вырастет и будет помогать дедушке. Знаешь ли ты свою малую родину? Моя малая родина – это… И ты называешь название своего села или города. Выпиши из текста предложение, в котором заключен его смысл. Никогда не забывай свою малую родину. Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Совпало ли твое предположение с содержанием текста? Да, конечно, совпало. Упражнение 2. Составь рассказ по вопросам. Сұрақтарды пайдаланып мәтін құрастыр. Где находится твоя малая родина? Как называется твой поселок, город? Что есть на твоей малой родине? Какие дома, улицы, памятники? Как ты бережешь свою малую родину? Запиши рассказ в тетрадь, используя необходимые знаки препинания. Моя малая родина – это Астана. Вы можете написать свой город или свое село. В Астане есть широкие и красивые улицы, памятники и архитектурные здания. Природа города разнообразна и богата. Я соблюдаю чистоту и порядок, не выбрасываю мусор, не рву цветы. А теперь, ребята, давайте вспомним, какие бывают предложения по цели высказывания. Вспомни. Рассказ состоит из предложений, связанных по смыслу общей темой. Предложения бывают повествовательные, вопросительные, восклицательные. В конце предложения ставится точка, вопросительный знак, восклицательный знак. Повествовательные предложения – это хабарлы сөйлем, вопросительные – сұраулы, восклицательные – лепті сөйлем. Упражнение 3. Объясни смысл пословицы. Кто любит малую родину, тот любит планету Земля. Мақал-мәтелдің мағынасын түсіндір. Запиши в тетрадь, дәптеріңе көшіріп жаз. Почему в конце предложения стоит
восклицательный знак. Неге сөйлемнің соңында лепті, леп белгісі тұр. Кто любит малую родину, тот любит планету Земля. На конце стоит восклицательный знак, потому что это восклицательное предложение, произносится с особой интонацией. Пословица означает, что наша малая родина находится на планете Земля. Планета Земля – это тоже наша родина, но она огромная, большая. Ее тоже нужно беречь и любить. Упражнение 4. Чтение по ролям. Санат, ты где отдыхал летом? Я провел свои каникулы у дедушки и у бабушки в селе Курык Атырауской области. Это родина моего папы. А ты где отдыхал, Ерлан? Я отлично провел время в городе Капшагай Алматинской области. Это родина моих родителей. Я много плавал и катался на велосипеде. Выпиши название малой родины родителей Саната и Ерлана. Какие знаки препинания ты встретил в этом тексте? Малая родина родителей Саната – село Курык Атырауской области. Малая родина родителей Ерлана – город Капшагай Алматинской области. В тексте встречаются вопросительный знак и точки.